На телеканале БСТ программа «Интервью». И сегодня мы разговариваем с участниками Всемирного Курултая Башкир, который проходит в эти дни в Уфе. И у нас в гостях яркий пример современного лидера, сочетающего успешный бизнес, общественную деятельность и национальную идентичность, Фиоза Миндибаева. Фиоза, здравствуйте. Вы член исполкома Курултая Башкир Москвы. И еще у вас есть бренд свой, я правильно поняла? Шарм Стор. Вот мне, как женщине, на самом деле очень сначала интересно узнать вот про этот бренд, про что он, про современность, про уверенность, про идентичность, про что? Он в большей степени про современность, современную роль женщины в социуме с двух сторон, с точки зрения семейной и профессиональной реализации для женщин, которые успевают быть везде в разных ролях, утром в одной роли, вечером в другой роли. Ну, в целом бренд повседневной одежды. Угу. А вот башкирская эстетика влияет вообще вот на этот бренд? У нас нет каких-то этнических мотивов, мы все-таки массовый бренд, но мне хочется отметить, что нельзя вырвать из сердца, из души любовь к тем ярким краскам, которые с детства в нас вшивает наша культура. Угу. Ну вот мы к детству и, наверное, к родной земле с вами перейдем сейчас. Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом и свою историю. Я родилась в Белокатайском районе, это на северо-востоке нашей республики, в селе Белянка. Это очень маленькая деревня, меньше 500 человек. Выросла я в районном центре Белокатайского района, в селе Новобелокатай. Дальше я после 9 класса поступила в Нефтекамск, это уже на северо-западе нашей республики, и закончила нефтяной колледж по специальности нефтяник. Дальше я закончила университет нефтяной наш уфимский по специальности инженер-нефтяник и в 2011 году переехала жить в Москву. Это что касается детства. Угу. А вот в Москве как вы стали, скажем так, членом исполкома Курултая Башкир Москвы? Корни повлияли? Кто-то позвал вас туда или что? Меня позвали сначала выступить спонсором мероприятия студенческого «Московский Галукай». И я, как от своего бренда, в общем-то, все совпало. Бренд, девушки, башкирский предприниматель. И это стало таким связующим звеном, мостиком в коммуникации с полпредством и с нашим Курултаем. Вы современная, деловая. Вот что мотивирует вас тратить время на общественную деятельность? Я считаю это очень важным, сохранять нашу идентичность, ее развивать. На самом деле, по моим ощущениям, численность нашего народа, она не такая высокая, как кажется, когда ты живешь, может быть, в пределах республики, но когда ты выезжаешь за пределы, ты понимаешь, что даже в центральном регионе, в Москве, не все знают, где находится Башкортостан, вообще Россия ли это. И в этом масштабе ты только начинаешь осознавать, насколько на самом деле не очень многочисленно наш народ. И отсюда появляется достаточно сильное желание участвовать в сохранении и в развитии, так скажем, нашего народа, для того, чтобы мы не теряли ту идентичность, которую имеем. Вот вы и в Москве, так скажем, в общественной деятельности, Башкортостан, родной край. Вот запросы общины башкирской отличаются от Москвы и региона? Запросы общины предпринимательской или вообще? Башкир. Конечно, отличаются. Да? В Москве все же ярче чувствуется запрос на эти теплые воспоминания к родине, поэтому очень часто люди ищут возможность общаться с земляками, проводить вместе какие-то традиционные мероприятия, праздники и так далее. Мне кажется, когда ты живешь в Башкирии, ты в целом относишься к этому достаточно с должным уровнем, да, и воспринимаешь как обыденность. А там
ты находишься в постоянном дефиците. Поэтому запрос общины, конечно, он сильно разный. Например, у нас в Курултае и среди членов исполкома и их семьи очень большой запрос на изучение башкирского языка. Те, кто потерял его или недостаточно хорошо знает, в Башкирии, мне кажется, что, возможно, в каких-то регионах есть это стремление, но, во всяком случае, в моем окружении нет прям такого яркого запроса. Поэтому, да, большая разница. Ну, надо же, то есть в Башкортостане нет такого яркого запроса, в отличие... По моим ощущениям, исключительно. Возможно, там у меня вот такой вот срез. Вот вы на форуме представляете предпринимательскую платформу. Здесь вы о чем говорите? О женщинах, лидерах? О чем вы вообще рассказываете тем, кто пришел на эту конференцию? Мы в большей степени обсуждаем именно развитие культурного башкирского продукта, я бы вот так сказала, да, позиционирование нашего бренда, республики, нашего народа, именно в нашей предпринимательской среде. Ну, в основном это малое и среднее предпринимательство, поэтому у нас нет какого-то упора на исключительно женское, да, мы достаточно широко сейчас об этом говорим. Так, ну, что касается форума, расскажите, пожалуйста, как он проходит, может быть, какие-то вот итоги вы уже для себя взяли? Форум, во-первых, я первый раз на этом форуме. Даже, наверное, нельзя его назвать форумом, да, для нас это праздник, для нашего сообщества Курултая. Это большой праздник, 30-летие, юбилей, важная дата. Я лично в исполкоме членом являюсь чуть больше полугода. Поэтому для меня это первая встреча, так скажем, крупная, и для меня все в новинку. И на форуме проходит потрясающая выставка народного промысла. Я нашла книги народов нашей республики, которые представлены именно по районам и нашим башкирским народам. Очень жду, когда у меня будет возможность получить эту книгу про катайцев, про наш народ. Именно это очень интересно. Мы проводим, сейчас он идет, наш предпринимательский форум, где мы обсуждаем в большей степени бренд-позиционирования башкирского продукта, да, башкирского бренда и внутри контура республики, и в наружном контуре. И очень здорово, что мы поняли, что и у администрации нашей республики, и у нас, как у предпринимателей и башкир, есть единомоментный, так скажем, одинаковый запрос вот здесь и сейчас именно на такую самоидентификацию в части бренд-позиционирования. Мы обсудили, что вчера была встреча большая с президентом республики, и поднимались те же вопросы. Поэтому, мне кажется, встреча очень актуальная здесь и сейчас. Мы планируем ряд мероприятий для обсуждения таких стратегических сессий внутри предпринимательства башкирского для усиления как раз-таки бренд-позиционирования нашей республики. Наверное, к самому приятному, что вы пожелаете в юбилейный год, так скажем? Я бы желаю Всемирному Курултаю Башкир, во-первых, долгого процветания, да, долгого существования, желательно бесконечно вечного, конечно же. И самое главное, мне хочется, чтобы молодежь и более молодое поколение присоединялось к подобным форматам и движениям, потому что сегодня на форуме, к сожалению, я увидела большинство там представителей более взрослого поколения. Молодежи, к сожалению, достаточно мало в процентном соотношении, и есть переживание, что со временем, да, вот эта вот сменяемость может потерять ту активность. Что нужно делать? Что нужно делать? Работать с молодежью. На самом деле и на уровне республики я знаю, что идет очень активная работа.
Наш глава республики очень активно ведет в этом направлении работу. Я в Москве регулярно стараюсь поддерживать студенческое сообщество башкирских. А каким образом? Мы проводим различные мероприятия и встречи, где собираются студенты из республики, учащиеся в московских вузах, и проводим мероприятия на разные форматы. Например, из последнего, это была такая государственная встреча, в том числе с главой, пару недель назад, в общем, студенты задавали вопросы главе. Мы, представители бизнеса в Москве из Башкирии, рассказывали свою историю, рассказывали про почему для нас важно поддерживать эту коммуникацию, про любовь к родине, что она для нас значит, и что мы для этого делаем, и почему это для нас важно. Глава республики отвечал на вопросы студентов. Пару месяцев назад у нас была встреча в разрезе проекта, где различные, так скажем, известные и малоизвестные, но добившиеся каких-то, так скажем, результатов, достижений за пределами республики, люди приходили и проводили сессии со студентами. Как правило, это какая-то история, презентация. Я рассказывала о своем пути, как я к этому пришла, что, по моему мнению, важно, что бы я посоветовала студентам здесь сейчас. И в формате круглого стола отвечали на вопросы. В целом мы проводим регулярно такие мероприятия, и я с большим удовольствием участвую именно в формате взаимодействия со студентами. Очень я болею за это. И пусть побольше будет уже на следующем, так скажем, форуме, побольше молодежи. Да. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Плодотворной вам работы на мероприятии. Это была программа «Интервью» на телеканале БСТС. Спасибо, что были с нами.